Мы будем принимать сегодня вечерю. Ты будешь пить сок. Это символ пролитой крови. Но вторая вещь, на которую я хотел бы, чтобы ты обратил особенное внимание, это хлеб, который мы едим. Хлеб на самом деле это всегда то, что Бог ассоциирует с телом, с церковью Его. Когда ты держишь хлеб, не знаю, что у тебя в голове, я сижу здесь, когда мы принимаем вечерю, я беру этот хлеб, и я сразу понимаю, что это церковь. Это мое отношение к церкви. Это то, кто я в этой церкви. Это что я несу в эту церковь, что я делаю для этой церкви. Есть три основные цели для любой церкви. Три основные цели, которые мы не должны выпустить из своего сердца, и ни в коем случае мы не должны или не имеем права потерять это как видение или как направление для нас. Это основа, это фундамент, на чем сегодня стоит церковь. Если это теряется внутри церкви, мы можем превратиться в добрую организацию. Мы можем превратиться в социальную контору. Но самую главную суть церкви мы потеряем. Первое, для чего есть сегодня церковь, это чтобы ты и я, мы могли иметь отношения с самим Богом, чтобы мы могли попадать сегодня, приходя сюда, мы могли попадать в атмосферу небес. Что бы там ни происходило за этими стенами, когда мы приходим сюда, церковь – это место, где культивируется Его присутствие. И здесь Бог хочет встречи с тобой, Он хочет общаться с тобой. Это то, для чего сегодня существует церковь. Сегодня есть много разных проповедей. Я понимаю сердца этих проповедников, потому что это боль их сердца. Они говорят, например, название церкви. Почему ты должен ходить в церковь? Потому что я понимаю боли этих людей. Они встречают огромное количество людей, которые говорят, мне не нужна церковь. Я буду дома сидеть, в ютубчике смотреть, там молиться, буду поклоняться. Я не хочу ходить в церковь. Но церковь – это то самое место, где культивируется атмосфера небес, которую ты не сможешь практически воссоздать у себя дома. Здесь Бог хочет встречаться с тобой. Он посещает свою невесту, Он посещает свою церковь, и Он хочет, чтобы мы понимали, что это самая главная и основная вещь. Когда ты являешься частью церкви, твоя цель – это иметь отношения с Богом и иметь отношения друг с другом. Первое послание Коринфянам, 1 глава, 9 стих. «Верен Бог, призвавший вас быть в общении с Его Сыном, Иисусом Христом нашим Господом». Для этого была создана церковь. Чтобы люди приходящие, они могли бы оторваться от суеты этого мира и здесь, слыша Слово Божие, участвуя в поклонении, слыша какие-то слова свидетельства, здесь встречаться с живым и реальным Богом. Второе место Писания – это первое послание Иоанна. 1 глава, Иоанн говорит такие слова. «Мы возвещаем о том, что существовало от начала, что слышали, что видели своими глазами, зачем наблюдали, к чему прикасались. О слове жизни. Сама жизнь явилась, и мы видели ее, о чем мы свидетельствуем. Мы возвещаем вам о вечной жизни, которая была с Отцом и которая была явлена нам. Мы говорим вам о том, что сами видели и слышали, чтобы и вы тоже присоединились и имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Его Сыном Иисусом Христом». Здесь написаны самые главные ценности и самая главная цель, для чего Бог оставил свою церковь на земле. Чтобы каждый человек через церковь мог сегодня иметь отношения с Богом и с Его Божьим народом. Самое главное, для чего сегодня есть церковь, чтобы здесь твоя жизнь, она соприкасалась с Богом. И она соприкасалась бы с людьми, которые являются твоими единомышленниками. Я знаю одно, что в далекие годы, когда я только пришел ко Христу, если бы не было тех самых братьев и сестер, если бы не было каких-то общений, домашних групп, молодежи, воскресных собраний, собраний по утрам, собраний по вечерам, собраний каких-то ночных, если бы не было вылазок, выездок, поездок, если бы не было всего этого, в чем я находил настоящее вдохновение, общаясь с Божьими людьми, слыша их свидетельства, учась каким-то вещам, которыми они уже были научены, беря от них что-то, в чем они жили. Если бы всего этого не было бы сегодня меня. Общение
Это самая драгоценная вещь, которую мы сегодня имеем в церкви. Общение со святым Богом и общение со святым народом. Это цель номер один любой церкви. Привести человека в общение со святым Богом и в общение со святым народом. Не игнорируй возможности встречаться посреди недели. Не игнорируй возможности проводить время с Божьими людьми. Потому что все еще продолжает действовать один и тот же принцип, который был установлен самим Богом. С кем поведешься, от того добра и наберешься. На кого ты смотришь сегодня? На кого ты ориентируешься сегодня? Не смотри на людей, которые когда-то были верующие и отпали. Не смотри сегодня на людей, которые говорят: да был я в ваших церквях. Ну и живи так. Смотри сегодня на тех, Библия говорит, кто закончил свою жизнь, и жизнь этого человека вдохновляет, и кончина этого человека вдохновляет. Смотри на таких людей. Вторая цель церкви, которую мы не имеем права потерять внутри своего сердца, это способность, выходя из этих стен, выносить отсюда жизнь Божию, которой мы здесь питаемся и которую мы здесь получаем. Это наше задание с небес, которое Бог оставил для своего народа, для своей церкви, евангелизировать мир. Сделать что-то, чтобы какая-то душа вокруг тебя, она пережила Бога, или она пережила Бога и встретилась с этим Богом, которого знаешь ты. Поэтому мы сегодня постимся и молимся о людях, не знающих Бога. Поэтому, когда нас кто-то спрашивает о том, в какого Бога мы уверовали или куда мы ходим, мы проповедуем этим людям и рассказываем, что с нами случилось. Мы рассказываем, что мы читали в Библии. Евангелие от Матфея, 28 глава. Самые последние наставления, самые последние слова, которые Иисус говорил своему народу. Он говорил: идите ко всем народам и сделайте их моими учениками. Крестите их во имя Отца, Сына, Святого Духа, учите их исполнять все, что я вам повелел. А я буду с вами все время до скончания века. Знаете, в начале своего пути за Иисусом Христом я думал, это сотни или тысячи флаеров, которые я могу раздать. Это сотни или тысячи квартир, в которые я могу постучать, позвонить и сказать: Бог вас любит. Я хоть и не Иеговы свидетель, но я хочу вам сказать, Бог вас любит. И перед носом у тебя закрывали двери. С годами мы стали понимать, что Евангелие можно проповедовать и нужно проповедовать совсем по-другому. Нас окружают люди, которые помнят, кем ты был. Которые знают, как там тебя тащили за руки, за ноги домой, потому что ты дойти в угаре в этом не мог. И сейчас ты счастливый без сигарет, сейчас ты счастливый без наркотиков, без кальяна, без насвая. Ты перестал материться, и люди сами задают тебе вопрос. Они сами ждут или ищут этого Евангелия от тебя. Что с тобой не так? И тебе не надо ходить, стучать. Есть твое окружение, которое смотрит на тебя и говорит: а чего ты радуешься? У тебя же в жизни все не так. У тебя даже Kia Rio нет. Даже покоцанной. Есть наше окружение, на которое Бог хочет, чтобы мы обратили внимание. Это люди, которые, если вдруг они завтра умрут, нам не надо обманываться. Если это люди не исповедуют Иисуса Христа своим Господом, они уйдут в ад. Нам не надо обманываться, что это были милые люди, или это были добрые люди, или у них была своя религия, или еще что-то как-то. Иисус однажды сказал: тот, кто имеет Сына, тот имеет жизнь вечную, а кто не имеет Сына, тот обречен. Поэтому мы сегодня и постимся, поэтому мы сегодня и молимся, поэтому мы сегодня в голове своей создаем эти списки людей, к которым мы хотели бы прийти, кого бы мы хотели достичь и кого бы мы хотели сегодня затащить в этот ковчег спасения. 3. Каждый из нас, мы такие талантливые, одаренные люди. Каждый из нас, буквально. Нет никого, кто сегодня здесь сидел бы в этом зале, и кто был бы честен, если бы он сказал: я бесталанный человек, я чмо подзаборное, и от меня никогда никакой пользы не будет. Ты не прав, если ты так думаешь даже. Если даже ты сегодня в глубочайшей дыре, ты находишься сегодня в самой низкой низине, куда можно было бы вообще человеку попасть. Если ты сегодня среди живых людей, у тебя есть надежда восстановиться и жить с Богом. Мало того, что восстановиться и жить с Богом, но еще служить своими дарами и своими талантами. Церковь – это единственное место, где все люди могут проявлять свои таланты.
Церковь – это единственное место, где все дары, они востребованы. Церковь – это то место, где Бог призывает людей для того, чтобы эти люди могли быть использованы им самим для Его славы. Мне печально встречать людей, которые не являются частью вообще никакой церкви. Конечно, они говорят, я часть Вселенской церкви. И однажды Иисус, когда Он придет во второй раз на землю, то есть когда совершится второе пришествие, Он однозначно заберет меня. Может быть. Я так глубоко не вдаюсь, да. Может быть, может нет. Знаю, что Он за церковью придет, за поместной церковью, за нашей, за той, которая была до нас здесь, за той, которая была в первое собрание. Даже та церковь, с которой ты не общаешься, которая тебе не нравится, и даже за ней Он придет. И мне печально встречать людей, которые, они просто выпали из церкви, потому что кто-то там обидел их, кто-то чего-то не додал, кто-то где-то недопонял, кто-то что-то там сказал не так, как они хотели бы. И человек перестал приходить на собрания. Человек перестал ходить в церковь. Но этот человек, беда этого человека в том, что он из церкви вырвал все те дары, которые были в нем, которые предназначались для того, чтобы эта церковь стала лучше. Это, может быть, был человек, который должен был стать, там, я не знаю, лучшим для подростков, для подросткового служения. Может быть, это человек, который должен был организовывать какие-то воскресные школы, у него был дар учителя. Может быть, это человек, который должен был вдохновлять других людей или должен был бы стать даятелем, чтобы церковь становилась краше и лучше. Он вырвал себя и все свои дары, все свои таланты. И он где-то сегодня пытается реализовать себя в бизнесе, в семейной жизни. Но, знаете, в Библии очень просто написано. Иисус говорил, не зря эти притчи. Он говорит, это люди, которые вырвали дары из Божьего течения, из Божьего плана и пошли и закопали эти дары. И потом Иисус придет, скажет, Бегемай, а где тот талант, который я тебе вручил? Он скажет, вот, Отец, еще 3 сверху я тебе отдам, потому что я развивала. Потом придет к Тане, к Стасу, а потом придет к тому парню и скажет, а где твой талант? И он достанет его из этого места, где было все это закопано, и скажет, на, забери себе свое. Я знаю, что ты несправедливый, ты берешь то, что ты там не сеял, что тебе не принадлежит. Я хотел бы, чтобы сейчас, пока будут разносить вечерю, ты подумал об этой крови. Кровь – это то, что смывает с нас зло, смывает с нас налет того, вот с чем мы сталкиваемся в этом мире. Это то, что делает нас другими изнутри, что я не могу сделать своими собственными силами. Но хлеб – это все, что связано с церковью. Это твои возможности, это твои дары, это твое посвящение, это весь твой труд. Хочу сказать огромное спасибо прославлению. Я вчера 10 часов наблюдал за ними, даже больше. Сначала они привезли все оборудование. На 3 машинах мы забитые машины были оборудованием. Потом это все выгрузили. Сначала помыли здесь все, да? Пропылесосили, помыли, выгрузили, потом законнектили. Потом все шло не так, как надо. И на протяжении времени эти люди трудились, работали, чтобы просто потом в течение часа сделать что-то, что будет приятно и нам, и Богу. Знаете, это труд, который дорог для Бога. Ибрахим, спасибо тебе. Я видел, как вчера Алексей, который у нас, как это говорят, на трубе дудец, на жнец, там, игрец. Вот он у нас все во всем. И звук, и свет. И сейчас сидит в наушниках опять. Благодаря ему вообще все существует. Знаете, он так долго не протянет. Кто-то есть здесь, кто-то есть среди нас, чьи таланты должны быть востребованы. Можно много говорить о вещах, которые сегодня мы приносим в церковь. Я хочу говорить только о добрых вещах. Я могу продолжать вот этот список, благодарственный список, говорить о людях, которые сегодня вовлечены в труд, которые сегодня что-то делают. И делают это совершенно как вчера Алина заметила очень классно, на альтруизме все построено, на любви ко Христу.
Мы вчера ехали с ней, размышляли, что если бы не настоящая жертва и не настоящая любовь ко Христу, которая толкает нас сегодня что-то делать и каким-то образом служить своими дарами и талантами внутри церкви, если бы не это, церковь бы она не могла быть церковью. Спасибо, Стасу. Я хотел бы, чтобы ты подумал обо всех своих талантах, обо всех своих дарах и просто помолился. Когда ты держишь этот кусочек хлеба в своих руках, Господь, я часть твоей церкви, прихожу общаться здесь с тобой, прихожу общаться с Божьим народом. Я хочу быть человеком, который выносит отсюда жизнь и мир для этого погибающего народа и погибающего мира вокруг нас. Я хочу быть человеком, который дары и таланты реализует внутри церкви. И не ради 1000 сомов. Если бы все операторы, если все музыканты, если бы все у нас кто кинохроникой занимается, если бы они сегодня все выкатили тот счет, который они в принципе заслуживают, все продали бы. Почки тоже. Ну почки не надо, вон Ауди продали бы. Спасибо вам большое, друзья, за труд. Спасибо большое за вовлечение. Спасибо большое всем, кто жертвует, всем, кто на протяжении этих лет, на протяжении этого времени дает, кто верен, кто... Иногда, знаете, мы делаем это, потому что мы понимаем, что это правильно, не видя даже воздаяния. Я хочу вам сказать, Бог это все ценит. Для Бога это ценно и дорого.